Добрый день. С вами снова я, Зуртан Халтаров и Андрей Григорьев. Будем сегодня разговаривать о татарской и бурятской диаспоре в Польше. То, чем занимается, то, кого представляет. Сейчас послушаем бурятскую музыку для начала. Вот, прослушали песню. Ну, начнем, пожалуй. Андрей, у меня к тебе небольшой вопрос. Скажи, пожалуйста, вот кого ты знаешь из таких известных деятелей татарской диаспоры, которые находятся здесь, в Польше? Ну, я сразу, если брать своих земляков, могу вспомнить Нафиса Кашапова. Да? Он со своим братом Рафисом Кашаповым, они такие очень ярые, последовательные татарские националисты. И вот, получается, Рафис, он, кажется, в Великобритании живет, а Нафис здесь. Они уехали из страны, они получили политическое убежище. Прессинг на них усилился вот после Крым-Наша. То есть как раз один из братьев, я сейчас боюсь просто спутать, он даже отсидел самый первый, если не ошибаюсь, по вот этой вот статье, которая там... По 282, да? Не, там вот, нет, по-моему, не 282, а вот, что-то там вот... 280-я. Территориальная целостность, что-то такое, и вот ввели... 280.3 сейчас новая. Но я так понимаю, что он давно сидел, и там еще были какие-то другие формулировки. Это 14 или 15 год, вот как раз он, как бы, его там слова истолковали как призывы к там, значит, к нарушению территориальной целостности России, и вот как такого сепаратиста очень опасного, да, как бы, по сути, у братьев-то только вот слово их оружие, да. И одного из Но братьев... они же давно, я насколько знаю, еще здесь с конца 80-х годов активно в национальном движении. Ну да, конечно, да. Бизнесом занимались. Да. И вот одного из братьев там закатали по этой статье, значит. Ну, потом, соответственно, вот они
к счастью, благополучно покинули пределы России, потому что если бы они оставались там, внутри, неважно, в Татарстане, либо в другом субъекте Российской Федерации, я представляю, что бы с ними сейчас было. А вот ты недавно ездил на Сабантуй. Расскажи, пожалуйста, немножко. Да, я с удивлением узнал, что в Польше, оказывается, тоже отмечают праздник Сабантуй, но это несколько другой праздник, чем тот, к которому мы привыкли в Татарстане. Да? Традиционный Сабантуй татар Поволжья – это такой вот праздник, наверное, все-таки посвященный началу Сева. Да? Он, конечно, там уже даты сильно сдвинулись и в самом Татарстане, да, но тем не менее. Вот. А тут это они строго к началу лета не привязывают, они его отмечают где-то, получается, так даже во второй половине лета. И еще одно значительное отличие от Сабантуя татар Поволжья – это то, что вот, ну, его проводят такие давно уже ассимилировавшиеся здесь татары. Это Польские татары. Польские татары, да, это там век 15-16, и у них там есть, значит, такая история, что вот король им даровал вот эти земли, разрешил на них, значит, жить, там вести свое хозяйство, и, значит, вот это, как правило, эта сцена, они реконструируют ее и демонстрируют зрителям, которые съезжаются, ну, как со всей Польши, так и много, например, я обнаружил там людей из стран Балтии. Но это тоже не совсем зрители, это скорее участники, потому что это вот татары, которые в свое время поселились там, и они тоже приезжают на этот Сабантуй, потому что, пожалуй, он, в этом регионе такой самый масштабный. Ну да, кстати, вот автор «Огнем и мечом», такой известной польской, первый лауреат Нобелевской премии по литературе из Польши, Генрих Сенкевич, он тоже был происхождением польским татарином, и поэтому, в общем-то, достаточно, я думаю, достоверно там все описывал, хотя это был век романтизма, там много было таких сюжетов закрученных, так скажем, не совсем правдоподобных, но тем не менее, и я так, если обратиться в эту тему, ну, можно посчитать, что вклад вот татар как раз в воинское дело, в том числе Польши, он достаточно большой был. Да, конечно. Все это время. То есть они в обмен на эти земли, на позволение там обязывались служить польскому государству. И они воевали на стороне Жечи Посполитой, и даже нам приводили такой забавный факт, что они даже с крымскими татарами воевали. Ну да. Хотя крымские татары, я насколько знаю, они больше склоняются к тому, что они очень нервничают, когда их просто называют татарами. Потому что они постоянно говорят, что мы крымские татары, то есть мы отличаемся Конечно, от татар. да, это очень важно, обязательно подчеркнуть. Да. Вот такая вот ситуация. Ну, я помню, как-то я с крымским татарином пересекался, и он так довольно неплохо разбирался в истории Монголии. И я спросил, почему. А он говорит о том, что все наши воинские, так скажем, формирования, воинские рода, они ведут свое происхождение от монголов. Считается, что крымский хан был чингизидом, поэтому на какое-то лидерство в Золотой Орде тоже претендовали. Вот, кстати, если говорить о крымских татарах, мне удалось уже с двумя представителями диаспоры крымских татар здесь пообщаться. Оба, что интересно, держат кафе, причем у одного кафе называется «Крым», оно буквально наискосок от российского посольства. То есть это такой, когда он придумал название, но это был такой троллинг, можно сказать, да, потроллить российское посольство дополнительно. Он очень гордится своими корнями, но при этом он еще и подчеркивает, что он украинец. Но украинец в том значении, что это политическая нация. Да, политическая нация. То есть если говорить о своих корнях, то, конечно, он очень чтит свои корни, он крымский татарин, он хорошо знает историю, он даже писал в местных изданиях статьи на эту тему, он исследовал биографии репрессированных, высланных как раз в ходе депортации крымских татар, исследовал жизнь этих семей, но в то же время он подчеркивает, что он, как если политически говорить, то есть политическая нация – это украинец у него.
Ну, в общем-то, неплохо. И, кстати, ну, я могу вот сказать, по бурятам, например, достаточно много живет. То есть, на удивление. Я помню, состоял в группе, в ней было порядка 40 человек. И тут нужно подчеркнуть, что в свое время Бурятия это была ссылка, каторга. И особенно очень много поляков было выслано именно на каторгу. Не на политическую ссылку, а именно на каторгу. После восстания 1860-63 года. И вот ты знаешь, недавно там была акция такая проведена в селе Танхой, у нас в Бурятии есть. Он располагается, значит, на железной дороге, ну тогда там тракт тоже проходил, то есть, и там, где вот оседали польские, значит, переселенцы, как их можно назвать, ну вообще ссыльные, и там было большое кладбище, и вот в свое время была очень активна польская диаспора, культурная автономия поляков, Наджея называлась. Она и сейчас существует, но она таком существует как бы уже контролируемом, так скажем, я так считаю, состоянии. Вот они раньше устанавливали памятники, надгробия обновляли, там, значит, какие-то мероприятия проводили, связанные с польской культурой, с представлением польской культуры для населения. И, в общем-то, польское консульство в Иркутске, я так понимаю, что помогало. Но вот сейчас был такой акт произведен со стороны титушек, властей, то есть там местные жители даже написали в прессе, в такой подконтрольной, о том, что был осквернен вот памятник, там, значит, убран крест, венки убраны там и так далее. То есть, видишь, уже истерия до того дошла, что уже с могилами борются. Хотя там, я так понимаю, что вообще, в принципе, польское происхождение, да, оно очень, значит, сильно стиралось в годы советского времени. То есть люди-то помнили, и вот сила польского национального духа в том, что даже находясь в Сибири, люди помнили о том, о своем происхождении, как бы не забывали об этом, в том числе язык даже не забывали. Многие остаточно какие-то слова используют все равно. Ну, так что вот такая вот ситуация печальная произошла у нас в Бурятии относительно недавно. Но я еще помню, в 2013 году мне задавали вопрос по поводу, значит, кладбища польских ксензов в Тунке. И там, значит, была такая история о том, что вот эта организация настаивала на том, что нужно, значит, ну, как бы облагородить место, где они похоронены, потому что там практически оно, ну, как бы уже с местностью слилось, и это кладбище, оно как бы считается заброшенным, хотя на картах оно определено как захоронение польских ссыльных и так далее, то есть они хотели там реконструкцию этого кладбища произвести. Ну и вот, им не дали там. Тогда в 2013 году, я помню, меня такой чубатый такой, рыжий такой ФСБшник допрашивал на этот счет. А как вы относитесь, мол, к этому? Я говорю, конечно, а как? Говорю, надо все там восстановить, поставить кресты там и так далее, сделать это видимым, так скажем, да, что вот Россия тюрьма народов, там ссылались люди, за которые за свободу боролись, умирали там и так далее. Я говорю, что вы собираетесь с могилами бороться, что ли? Ну, на что, конечно, этого там перекосило всего, товарищи. Но ведь похожая история происходит повсеместно, где есть польские захоронения. Вот на Смоленщине, кстати, да, как мы знаем. Вот, то есть, действительно, понятно, что Россия до Польши физически дотянуться не может, и слава богу, и поэтому она избрала такой гаденький, на мой взгляд, способ как раз борьбы с могилами. Ну, ты как не может? Вот, двоих же этих задержали. Я вот сейчас, когда ехал, читал о том, что целая сеть ГРУшников была раскрыта. Ну, смотри, да, действительно. Которых вербовали через Телеграм. Там и даже вот поляки писали о том, что их за деньги заставляли делать. Да, действительно, но я так полагаю, что никакого значительного урона здесь Польше они, к счастью, принести не смогли. И вот эта последняя вылазка, она, ну, на самом деле,
ничего кроме усмешки не вызывает. Я просто читателям немножечко расскажу подробнее. На выходных тут обнаружились, значит, несколько типов, 2 типа, которые расклеивали стикеры с призывами вступать в ряды ЧВК «Вагнер». Ну да. Причем, что особо симптоматично, они расклеивали эти стикеры сразу на мусорных баках, как бы подразумевая, куда отправятся те, кто все-таки рискнет вступить в их ряды. Ну и понятно, что, наверное, все-таки Польша — это не самое подходящее место для того, чтобы вербовать здесь вагнеровцев. Народ свободный, а те, кто убежал из России, Беларуси, из Украины, они, понятное дело, как ко всей этой российской агрессии относятся. Да, это в последнюю очередь они пойдут туда вербоваться. Ну, я так думаю, что это действительно связано было вот с таким, знаешь, такой вот угрозой, что, ну, вот посмотри, что мы здесь. Да, конечно, да. Понимаешь, то есть это для того сделано, для того, чтобы действительно, ну, знаешь, как унизить, что ли, спецслужбы какие-то, может быть, польские, может быть, власти польские. Ну, то есть как... цель-то намерена, потому что... Ну, это как вот место встречи изменить нельзя. Банда «Черная кошка», когда там Глеб Жеглов Володе Шарапову объяснял, а для чего они везде эту кошку-то оставляют. Ну, вот это для форсу, так что, значит, показать, что вот смотрите, мы какие вездесущие. Но я говорю, особый смех вызывает тот факт, что они, кроме как на мусорных баках-то, нигде больше не смогли эти свои наклейки-то расклеить. Ну, а просто, наверное, больше негде расклеивать, поэтому что ж там говорить. Нашли бы, но, видимо, тоже не хотели к себе излишнего внимания привлекать. Ну и вследствие вот недавних событий, например, которые здесь в Варшаве произошли, ты был на этой пресс-конференции, когда, значит, действующий депутат местного парламента Смоленской области, так назовем, Смоландии ее можно назвать, он, находясь здесь в Польше, объявил о создании комитета независимости, я так понимаю, да? Да. То есть Смоленская республика будет организована, и вот что там было, что происходило? Ну, они, значит, объединились с лидерами белорусского протестного движения, и, я так понимаю, это Владислав Живица, он действительно действующий депутат Смоленской облдумы, ну, по крайней мере, неделю назад, в прошлое воскресенье, он еще был таковым, он продемонстрировал свое удостоверение депутата, и я пока не слышал, чтобы вот за эту неделю и коллеги там экстренно собрались и лишили его этого мандата. То есть интереснее будет, если он как раз до сентябрьских выборов досидит в таковом качестве. Вот. Люди собрались действительно как-то потихонечку, как в других регионах, где люди уже задумывались об отделении, о свободе, создавать какую-то атрибутику государственности. Какое-то протоправительство, протопарламент, не знаю, наверное, пока сказать нельзя. И плюс они задумались уже о создании некого добровольческого корпуса. Ну вот, насколько они продвинутся в этом отношении, время покажет. Ну, долгое же время Смоленск, он находился, значит, под властью Речи Посполитой Великого княжества Литовского. И там даже когда ДНК исследовалась, я не помню, какой митохондриальной или по Y-хромосоме исследовали, там было установлено, что наиболее близкие к полякам, значит, вот, жители, да, вот они находятся как раз в Смоленске, в той области же. Да, ну и ты сказал под властью, но я бы, наверное, все-таки поспорил с этим термином, поскольку вот как раз опыт, так скажем, свободных, вольных городов, вообще какого-то вот такой вот правовой системы, насколько это возможно было в рамках Средневековья, у Смоленска как раз, у Смоленщины как раз был. Ну, вот. Ты имеешь в виду вот это право известное, да? Да, конечно, да. То есть люди были тогда на порядок там свободнее, чем они, наверное, даже являются сейчас при Путине. Кстати, с Смоленской областью связан очень интересный момент, как мне рассказал Владислав Живица. У них в правительство там пришел некий человек по фамилии Антонов, который работал заместителем Марата Хуснуллина. А Марат Хуснуллин, это, напомню, выходец из Татарстана. Он сначала там был министром строительства, потом возглавлял строительный сектор в Москве у Собянина, и потом шагнул еще выше, и сейчас он на федеральном уровне
Ну вот, например, в Мариуполе он активно строил, да, ну и вообще по всей стране он сгребает подряды. Так вот, такое складывается впечатление, что вот этот Антонов, который сидит в Смоленской области, он как раз человек хуснуленный, он сейчас пытается лоббировать на Смоленщине татарстанских подрядчиков. Например, приводится такой забавный факт. Были у них там где-то на видном месте часы, эти часы сломались, остановились, и вот нигде больше часовых мастеров не нашлось, кроме как в Казани. Ничего себе. Ну и там поговаривают, что будут строить, значит, гигантский прифронтовой госпиталь там с реабилитацией ветеранов СВО и прочим, и прочим. И вот я уже делаю ставки, кому достанутся подряды. Ну, денежки, как это... Что-то там крутится, лавеха мутится, есть такое выражение современное. Да, ну вот тут справку может каждый посмотреть. В 13 веке, значит, Смоленск получил магдебургское право. Ну, то есть самоуправление, в общем. Ну и, в принципе, вообще, если посмотреть, по Украине, по Беларуси, там достаточно большое количество городов, которые сейчас не развились, конечно, в промышленные крупные большие центры, но, тем не менее, они имели свое собственное, значит, право, то есть никто их не мог там просто взять там, и наехать, как говорится, да, как это было в Москве. Взять, сжечь или обложить налогами там какими-то чрезвычайными. Ну, в общем, немножко переключимся к бурятской диаспоре. Ну, вот я представляю бурятскую диаспору. У меня есть группа в Телеграме, называется «Буряты в Польше». Кто нас слышит, кто буряты, которые присутствуют, значит, в Польше, подписывайтесь, обращайтесь ко мне. Ну, я, насколько знаю, один из представителей известного рода лекарей Бадмаевых в свое время здесь жил в Польше, то есть они после революции эмигрировали, их дети здесь жили, один из них являлся повстанцем варшавским, живет в США, он до сих пор жив. То есть, ну я не знаю, не думаю, что он был скорее поляк, варшавяк, нежели чем представитель бурятской диаспоры. Ну, да, я считаю, что бурятская диаспора здесь начала только складываться где-то в середине 2000-х годов, когда уже проще было получить право на въезд, на работу в Польшу. Поэтому есть люди, живут, значит, зарабатывают деньги, учатся. Так что диаспора растет, прирастает. Если говорить о таком вот, ну так скажем, негативном, но тем не менее толчке, 2022 год, российская агрессия, да, прибавило это значительно количество бурятской диаспоры в Польше? Ну, по крайней мере, на 3 человека точно. На 3 человека точно. Но, ты знаешь, трудно бурятам выезжать с русским паспортом. Ты понимаешь, в некоторых странах просто смотрят на русский паспорт, да, и там на твое лицо, в общем-то, так тяжело достаточно удается получить в других странах визы, в том же Казахстане, Монголии, там, например. Хотя есть такие экстраординарные случаи, когда выдают визы, потому что, ну, вы знаете, есть такое правило, что ты должен получать визы только в стране консульского обслуживания, так называемого. То есть, если ты выехал в безопасную страну, но там нет консульского обслуживания, допустим, россиян, получить визу очень сложно. Поэтому нужны различного рода фонды, которые помогают. Вот, к сожалению, фондов бурятских нет, и они вот не могут, ну, не составить письмо какое-то официальное о том, что, да, действительно, человек преследуется за свои мысли, за свою позицию, за политические взгляды, допустим, да, антивоенные. Ну, и поэтому многие там выезжают в Монголию. Монголия находится сейчас в Корее. Корея тоже произвела послабление. Ну, видимо, по той простой причине, что в Корее требуются рабочие. Из России там достаточно большую долю занимали, и они так лавируют между рабочими из Центральной Азии, да, рабочими из Юго-Восточной Азии. И поэтому там следят, сколько человек заехало, и хотят, чтобы, ну, допустим, не было какой-то диспропорции, так скажем, да. И в этом отношении, допустим, южнокорейское законодательство миграционное очень сложное. Они там, ну, в общем-то, могу так сказать, что достаточно ксенофобно настроены к другим азиатам.
Но благодаря схожей внешности там буряты могут скрываться, так скажем, мимикрировать под корейцев, учат язык. У моего знакомого был знакомый, который не работал там, а с утра танцевал и пил и танцевал, значит, выпрашивал у прохожих, у корейцев деньги там и так далее. И, в общем-то, не работая, значит, как мой знакомый говорит, бомжуя, да, ну, по-корейски бомжуя, что значит, что он живет в отелях, моется там, знаешь, кушает нормально, там, выходит, там, значит, и, в общем-то, зарабатывал столько же в день, сколько бы мог заработать на стройке, например. А то есть ему хватало вот танцами заработать на Да, то отель? есть корейцы в этом отношении, они, конечно, сердобольные, там деньги выделяют, особенно таким страждущим и так далее. То есть, там, ну, есть какие-то методы, да, наверное. Ну и вот, видимо, хорошо танцевал. Попался он глупо, он какая-то русская женщина потерялась, значит, в городе, и он, значит, давай показывать дорогу. А знакомые полицейские, которые вот, ну там полицейские какие, то есть они его знали, что такой вот есть там товарищ, короче, танцует там, ну, в общем, себя, видимо, не особо агрессивно вел, да, и они его как-то даже пьяным довозили до отеля, там, в общем, короче, то есть там полиция такая, да, а он с ними еще по-корейски разговаривал и так далее, то есть, и они его принимали за своего, а тут давай пальчики проверили, решили проверить отпечатки пальцев. Оказалось, что он нелегал, в общем, его посадили в депортационную тюрьму, где они с моим знакомым встретились как раз, и, в общем-то, там у них беседа была по этому поводу, о том, что какая замечательная страна Корея и так далее. Ну, слушай, это гуманисты. Вот я как раз недавно вспоминал такую историю, которая у нас... Ну, облавы делают. Да, которая у нас была с бомжующими вот в этом буквально году, в начале лета или в конце мая. Дело в том, что к нам в Татарстан теперь, как и в Россию, вообще зачастили талибы. Это теперь у нас самые уважаемые гости. А поскольку в Татарстане... Прям талибы. Прям вот самые настоящие представители Талибана, да. И поскольку, значит, у нас там еще проходят в мае или июне, я сейчас запамятовал, форум что-то типа «Россия и исламский мир» в Казани. К этому форуму, значит, готовятся как? Там наводят, значит, порядок в лучших сталинских традициях. Ну, понимаешь, 8-й километр, да? Да, и просто кто-то из активистов рассказывал, что они видели на вокзале вот эти автобусы, которые набивали, значит, казанскими бомжами, и их куда-то в неизвестном направлении увозили. Вот так вот в духе товарища Сталина поддерживается порядок внутри России. Ну да. В принципе, не только бомжей так упаковывают, но и активистов, которые на площадь могут выйти. А активистов везут в известном направлении. А куда увезли этих бомжей, история умалчивает. Ну вот, правозащитники не сработали, к сожалению. И я вот могу сказать, что да, действительно, в Бурятии сейчас тоже знаменательное мероприятие проходит такое, называется буддийская конференция. То есть пригласили практически всех представителей различных течений буддийских. Я не знаю, правда, не следил за этой информацией, был ли приглашен представитель Далай-ламы туда, потому что, ну, это постоянно, если какой-нибудь с частным визитом представитель Далай-ламы приезжает в Бурятию или в какой-то регион, например, да, то постоянно очень мощно срабатывает консульство Китая в Хабаровске или в Иркутске. То есть они целый десант высаживают, ходят по чиновникам, и вот прям там чуть ли не в таком строгом таком, значит, состоянии, значит, спрашивают о том, вот почему, на каком основании сотрудничаете, там, почему были приглашены там такие-сякие люди, ну, там, и так далее. При этом дарят подарки. Электронные устройства, важно, там, да. часы, там, знаешь, эти планшеты Huawei, там все прочее. То есть в этом отношении тут как бы действует классическая поговорка, да, это не кнутом, так пряником. И тут одновременно все это. Но, я так полагаю, русский медведь, он предпочел не раздражать китайского дракона, особенно вот в такой ситуации, когда санкции, опять же, подарочки пригодятся. Разве что могли сказать, что мы еще не знаем, мы еще не решили, подумаем, чтобы получить побольше подарков.
Ну, кстати, вот сейчас недавно эта Елабуга всплыла. Помнишь, мы с тобой разговаривали на одном из наших первых прямых эфиров, да? О том, что в Елабуге там сейчас полностью практически локализовали производство российских аналогов вот этих дронов, шахедов. Да, да. Кстати, поэтому там украинская разведка или кто-то из представителей высказал такую мысль о том, что военные объекты в Татарстане становятся законными объектами для Украины. Да, безусловно. Потому что там уже была такая информация о том, что они к данному времени, к августу, должны были произвести минимум 1300 вот этих дронов. Произвели только 300. Однако, судя по вот этому посту, там было написано, что уже практически полностью локализовали производство, при этом там нанимают активно зарубежных студентов в какой-то университет, который в Елабуге находится, при этом, значит, заводе или еще при чем-то. При этом эти иностранные студенты используются, то есть им предлагают практику. А что я помню, там педвуз, по-моему, но все-таки это, наверное, не их уровень, потому что там не знаю, училище наверняка какое-то. Какой-то вуз они там, высшее учебное заведение сделали, активно туда набирают иностранных студентов. Ну, то есть... А дальше идет уже вербовка на этот завод, на этот завод, да? Как бы на производство. Ну, там, по сути дела, чем занимаются, я так понимаю, что вот из стекловолокна они отливают, используя стекловолокно, делают вот эти корпуса, да, с использованием там различных пластификаторов и так далее. То есть там, в общем-то, такая механическая, я так понимаю, работа. При этом, я так понимаю, что почему иностранные студенты, потому что, ну, их, во-первых, легче контролировать, да, потом это же студенты высшего учебного заведения. Это же не просто какой-то человек без образования, которого можно на завод поставить, да, и чему-то обучить. То есть тут они двух зайцев как бы убивают. Одновременно платят денежные средства студентам, которые не прочь заработать, ну, как все студенты. Во-вторых, по окончанию своей, так скажем, трудовой деятельности, они еще получают какой-то опыт, да, например. Ну, смотри, если искать в этом какую-то хорошую новость, она, наверное, будет такая. Раз они активно сейчас рекрутируют иностранных студентов, значит, все-таки из местных, из елабужских ребят, из татарстанских все-таки не удалось рекрутировать достаточное количество. А я думаю, что они не хотят по той простой причине, что, ну, представляешь, очень такие мощные, так скажем, сепаратистские тенденции. Потом мы с тобой установили, наверное, 2 эфира назад о том, что все-таки Татарстан, он обладает все равно политической такой независимостью, да, и даже вот вчера я смотрел у Барановского с тобой эфир, где там как раз вот подчеркивалось, по-моему, Вадим Сидоров такой, да, Харун Сидоров, он подчеркивал о том, что в Башкортостане там элиты, они полностью какие-то такие чисто московские, а вот, например, в Татарстане они все-таки при какой-то диссоциации Российской Федерации все равно будут держать власть, потому что у них там есть опора, как бы, да? Ну, скорее, как я уже говорил, у них есть выжженное поле. И просто нет никакой группировки сейчас, которая способна их подвинуть. Ну, да. Решительно и бесповоротно. К сожалению, это так, да, но... Я думаю, если встанет речь о том, что зашатается, например, кресло под Минихановым, то ему ничего не стоит, как бы, татарстанских ребят попытаться согнать на это самое производство. Другое дело, что, видимо, молодежь в Татарстане достаточно образованная, достаточно умная, и все-таки большинство ищет и находит способы, чтобы не идти на это производство. Но я, по крайней мере, надеюсь на это. Ну, я вот охотно верю, потому что в Бурятии находится такой завод, авиазавод называется, в Улан-Удэ находится. Раньше там в советское время собирали примерно в месяц 30 вертолетов. Это была чисто отверточная сборка, 30 вертолетов Ми-8 собирали различных модификаций. Плюс собирали штурмовики Су-25, линия даже была для их сборки. Потом все это, конечно, после того, как локализация, Советский Союз развалился, детали перестали выпускать, и они там сосредоточились только на сборке вертолетов Ми-8. И эти 30 собирают уже не в месяц, а в год. И за счет того, что они продавали в основном за валюту в страны Юго-Восточной Азии, значит, эти вертолеты, то за счет этого весь целый завод жил. Сейчас завод
является частью Ростеха. Там полностью управление московское. Вот они там, значит, тоже какие-то... Если не ошибаюсь, корпорация «Вертолеты России». Да, «Вертолеты России», которая входит вот в Ростех, по-моему, да, вот эту корпорацию крупную. И получается такая ситуация, что там-то заработная плата, она на бумажке почти 100 тысяч, а на деле платит меньше. То есть и тут вопрос возникает, то есть хотят ли люди идти. А руководствуется тем, что ну, все равно дурачок найдется за 20 тысяч рублей работать, да, на заводе, там работать по графику. В общем, работа такая, что там, по словам моего знакомого, что там просто даже приходится свои какие-то отвертки, какие-то вот такие вещи, с которыми ты работаешь, да, самому покупать, чтобы вот просто заниматься работой. Ну, да, это банально. как вот эти воины на СВО идут, и выясняется, что и броник, и каску, и все остальное они должны сами купить, и еще какого-нибудь там дедушку-старожила тоже всем этим обеспечить. Ну, И еще дань со своих заработанных денег заплатить. да, чтобы на первую линию там не направляли, а, собственно, там постоянно всякие эти мобики жалуются, там на видео смотришь. Но сюжет, вот, который ты сейчас упомянул с вертолетным заводом, мне напомнил на самом деле наш казанский сюжет. Ведь в В Казани, Казани там в Казани есть КВЗ, Да. и он был ОАО долгое время, и был довольно успешен. То есть, действительно, на КВЗ в какой-то момент, там, условно, конец нулевых, было престижно работать. Была очень активная сборка, была география поставок, очень обширная. Там, не помню, Азия, Африка, Южная Америка. Ну, это уточнять все надо. Но, тем не менее, да, действительно, очень много они этих вертолетов продавали. Но вот пришли, значит, жадные московские боссы, и все начало стремительно разваливаться. Во-первых, они загнули сразу цены за вертолеты, которые поставлял КВЗ. Поскольку, значит, вот этой прослоечки-то в Москве надо хорошо кушать. Ну, причем кушать надо очень много, потому что они же там и дивиденды кушают. Естественно. И создают специально производства, с которых тоже можно кормиться. Вот как бы это называется диверсификация, да? То есть они как бы или локализация, они говорят, вот мы сейчас локализуем производство, какую-нибудь ерунду начнем производить. И, соответственно, получилось так, что заказы стали стремительно таять у Казанского вертолетного завода, и народ с него побежал. Ну, я понимаю. То же самое такая же ситуация была с заводом, он называется ЛВРЗ, это градообразующий завод, локомотиво-вагоноремонтный. Кстати, в Луганске находится точно такой же завод, более крупный, правда. И была интересная такая ситуация, что монгольские железные дороги, они отправляли в свое время составы чиниться, обслуживаться в Луганск, в Украину в 90-е годы, потому что это было дешевле, чем ремонтировать его, скажем, в России. Потому что цены были разные, да, то есть как бы оплата, видимо, за счет оплаты труда и вообще, в принципе, за счет локализации, потому что, ну, понятно, когда ты, вот, такая советская система, когда ты полностью практически там от винтика до мотора производишь в одном месте, это как бы несколько удешевляет производство, хотя, может быть, оно в какой-то момент становится неэффективным вследствие устаревания, да, всяких этих процессов, то, конечно, вот логика такая. А потом, когда пришло новое руководство, когда его переподчинили из республиканского, так скажем, управления, его переподчинили в управление РЖД, то там произошла следующая ситуация, что все сопутствующие предприятия, например, свалка такая, куда свозили вторчермет, да, она раньше принадлежала заводу, а там происходит такая схема, то есть эту свалку как бы передали какой-то организации, управляемой московским там управленцем, да, и этот управленец у населения скупает металлолом по одной цене, а заводу продает уже по мировой цене, как бы за металлолом. Ну, потому что на заводе есть чугунолитейный цех, и он должен чем-то подпитываться, и раньше, если он просто забирал этот металлолом по цене, которую он скупал у народа, и там, чтобы вы понимали, там разница примерно в 3-5 раз получается. То есть на пустом месте
фактически из завода ресурсы вытягиваются. То есть это для этого сделано. Да? Ну, понятно. А для чего классическая вытягивается? схема. Для того, чтобы власти заинтересованы в том, чтобы этот завод существовал, и они его начинают датировать. А датируют зачастую тем, что просто снижают налогооблагаемую базу, меньше налогов забирают. Например, там давно налог на землю не платят это предприятие, там еще какие-то налоги, которые в республиканский бюджет, по идее, должны пополнять. Вот такой современный колониализм через уже управление предприятиями. Понимаешь? Кстати, про оскал колониализма у нас очень важный сюжет такой на этой неделе. Это очередное заявление Михаила Ходорковского. Да, теперь, как ты, наверное, слышал, он намерен решительно бороться с любыми признаками сепаратизма в России. То есть непонятно, конечно, как он придет к власти, придет ли вообще, но тем не менее он заявляет, что буквально готов этих нехороших сепаратистов в сортире мочить. Он там интересно, хитро заявил, что нужен референдум, значит, если там какая-то АТЯ-группа решила, значит, заявить о своей независимости и не спросила людей, и он как раз описывает именно... То есть я даже, потому что он описывает, он не описывает Северный Кавказ, он не описывает Поволжские республики, Башкортостан и Татарстан, он описывает как раз наши сибирские республики, республику Саха, Бурятию, Хакасию, да, все национальные регионы Сибири фактически, да, и он там говорит, что если эта группа там, значит, людей там сама решила, а, значит, референдум не проводили и так далее, в общем, у меня сложилось такое впечатление, что, конечно, этот Ходорковский, он там пытается с кем-то заигрывать, с турбопатриотами теми же, да, то есть посмотрите, что, тут такая логика, что... Но он, безусловно, ищет точку что он опоры. хочет попасть в хорошие бояре, да? Смотри, мне кажется, он ищет точку опоры, и это видно было еще, когда он начал активно призывать, чтобы все поддержали бунт Пригожина. Именно поддержали, да, хотя я тоже, в общем-то, был бы не против, если бы у Пригожина что-то получилось, скажем так, потому что, по крайней мере, это бы позволило закончить войну на Украине, да, в Украине, пардон. Но другое дело, что поддерживать именно Пригожина, на мой взгляд, как раз не надо, потому что, это такая всем известная борьба жабы с гадюкой, скажем так. С другой стороны, важно понимать, что какое чутье, да, у Ходорковского. То есть он поддержал заведомо проигрышную акцию, которая, в общем-то, была разыграна как по нотам тем же Путиным и Пригожиным, потому что в этом отношении Ходорковский, он действительно как... такой очень своеобразный человек. Я вообще считаю, что немножко страдает таким синдромом Аспергера. Вполне возможно, что он высокоинтеллектуальный человек, но некоторых вещей обыкновенных, базовых, которые понимают, так скажем, и глубинарии, и путинские, как скажем, эти все путинское окружение, такие типа Ходорковского, они просто не считывают. Я бы не сказал, просто его ситуация сейчас такова, что он ищет себе какие-то штыки. И он подумал, а что мне стоит об этом сказать, а вдруг что-то выгорит. Другое дело, что когда он выступил с этими своими последними заявлениями про сепаратистов, он как-то очень долго мялся, когда описывал, почему все-таки этих людей надо будет мочить с помощью армии. И он изобретал какие-то формулировки, и мне сразу вспомнилось печально известное наведение конституционного порядка в Чечне. То есть, мне кажется, это в его словах, в том, как он это преподносил, явно отсылка была к чеченским событиям. Ты знаешь, в общем-то, прав в этом отношении Ахмед Закаев, который говорил, что Украина спасла Чечню от реки Чеченской. Потому что в своем одном из интервью он как раз и говорил о том, что были планы, значит, усмирить Кадырова, устроить там очередную войнушку показательную. И сейчас даже внезапно такой омбудсмен путинского режима Москалькова внезапно получила из чеченского СИЗО письмо, значит, какого-то арестанта, которого, значит, там избил. Откуда он из СИЗО вообще знает, что это
сын Кадырова, да, Адам, приехал в СИЗО и, значит, избил и все прочее. А это же подтвердили уже, собственно, чеченские диаспоры. Не, ну я думаю, да. что, естественно, они бы подтвердили, потому что факт имел место. С другой стороны, как из чеченского СИЗО это письмецо ушло Москальковой. Опять же, это говорит о том, что Кадыров-то там ничего и не контролирует. Так мне кажется, как раз скорее контролирует. Это же акция запугивания. Показать, вот смотрите, какие у меня зубы, какие у меня длинные руки. Доберусь до кого угодно. Мне кажется, как раз вот неправы те, кто думает, что Украина как-то спасла от Третьей Чеченской. Да? Вот мы смотрим, что Кадыров творит беспредел. Он ликвидирует каких-то людей, потом их трупы обезображенные таскает по улицам. Все это расходится. Теперь другой сюжет, когда у него сын просто тренируется, как на боксерской груше, на арестанте. Мне кажется, как раз вот это очень хорошо рифмуется все с угрозами Ходорковского не допустить развала страны, да? Потому что ведь Чечня-то, она как раз вот сейчас остается в составе России. И более того, может быть, мы забыли такой важный момент, но... Но она остается, потому что там войска стоят. Не совсем так, еще и потому, что Кадыров очень хорошо, прилежно играет свою роль первого ученика. И мы забыли такой важный момент, что в конце нулевых у нас еще было очень много региональных президентов. И первый, кто сказал, что вот он отказывается от наименования президент и будет просто главой республики, оказался как раз Рамзан Кадыров. Ну да, там еще была такая подоплека, мол, президент в стране должен быть Да, один. да. И все там приняли, значит, это вообще одна из первых систем для того, чтобы изменить наименование, нужно было изменить Конституцию, да, то есть они хитро так делали, потому что, что такое глава республики, да, это вообще непонятное наименование, да, то есть... Другое дело, что когда ты президент республики, ты уже как бы, с Конституцией, соответственно, с парламентом, со всем там, да? Так вот я к чему. Ходорковский сейчас говорит, что, значит, хоть армии, хоть как, но важно не допустить развала России. Ну, вот я думаю, что Ходорковский-то метит как раз на контакты с теми, кто недоволен в армии. То есть они там же ищут вот этих всяких генералов. Ну, может быть. Недовольных, которые вот сейчас мрут как мухи. Внезапно стали помирать. Вот как раз это и иллюстрирует отлично, что Чечню-то утюжили ковровыми бомбардировками, Грозный просто стерли с лица земли, оставили в составе России. И что? И родились вот такие монстры, как Кадыров, которые, пожалуйста, ни во что не ставят вообще Россию, хотя, да, формально они остаются в составе страны. Формально они действительно подтверждают свою легитимность с помощью так называемых выборов. И ничего. Ты знаешь, я как-то помню видео, там, где кадыровцы поймали, значит, муджахидов чеченских, и этот кадыровец не мог понять, за что воюет вот этот муджахид, которого они в лесу там где-то поймали. Он говорит, русских нету, говорит, вот все, нету. Республика наша, говорит, что ты в лес пошел? И, он, поскольку муджахид-то был исламского какого-то течения, вот он и говорит, что мы-то боремся за не просто свободу там, да, вот за независимость как бы полностью, да, мусульман там и все прочее. И вот это такая разница между миропониманием как бы двух чеченцев тогда было примечательно, потому что я вот так сидел, слушал. И все-таки понимал, что у остальных некавказских народов, да, очень малые шансы вообще, в принципе, обрести суверенитет и независимость даже вооруженным путем. Почему? Потому что это просто на уровне понимания, вот эта кадыровщина, она как бы очень... тоже это же был пиар такой проект русских, вот посмотрите. В случае чего в национальных республиках вы получите кадыровщину. Вот вы интеллигенция, которая там за независимость что-то болтаете и так далее. То есть придут ребятки, которые просто вас там будут переламывать, да, вы будете сидеть там в зинданах где-то, да, вас будут бить, но только Кадыров-то получил ярлык на княжение из рук Владимира Владимировича, да? Не, а как, естественно, то есть тут важно же показывать. И формально он соблюдает все признаки. Это же то же самое, как было в межвоенное время, да, с 96 по 2000 год, там же выдавали деньги на строительство, там же крупные компании тоже отстраивали, конечно. значит, и
То же самое там вот при Кадырове очень огромное количество строек было, да, в Ну, Чечне. естественно. Я к тому, что Кадыров-то формально соблюдает все признаки, он не сепаратист с точки зрения Михаила Ходорковского. И что, значит, если придут вооруженные кто люди... его и знает, сбросят- может быть, Ходорковский решил пойти по пути, значит, Баруха Березовского, значит, тоже заигрывать с чеченцами для того, чтобы потом какие-то ништяки в Москве иметь. Так вот, как раз вопрос-то у меня какой возникает. Что, если, значит, какие-то сейчас вооруженные люди придут, сбросят Кадырова? Не, Кадырова не И- сбросят, и скорее, скажут, что- скорее придут и сбросят Вову Путина. И скажут, что мы хотим отделиться, значит, согласно логике Ходорковского, их надо учужить, и это будет правильно. Ну, естественно, то есть Ходорковский же, он как олигарх, он же понимает, что благосостояние-то оно не в русском народе у него, а в том, что русский народ колониально насилует природные ресурсы народов Сибири, собственно, Дальнего Востока, да, и так далее. То есть он-то эту страшилку-то пускал именно не для представителей, он не обращался в этом отношении к представителям национально-освободительных движений, хоть они и среагировали на это дело, а он обращался к тем русским, которые вот в регионах сидят, да, вот, и такие думают, а что делать, вот сейчас действительно возьмут, и там буряты там сбунтуются, вот комитет независимости создали, якуты тоже там что-то на тайном совещании создали и так далее. И тут Ходорковский возникает и говорит, спокойно, армия, вот та, которая сейчас уничтожает Украину, да, участвует в преступлениях против человечности, да, вот мы ее будем использовать для того, чтобы учужить. И эти тоже, которые сидят в армии, это тоже ушко приложили, слушают. А вот Ходорковский-то какие-то идеи дает там и так далее. Глядишь, еще и денежек отвалят. А ты думаешь, что вот в армии России кто-то готов, чтобы договариваться с Ходорковским? А я думаю, что Ходорковский просто прощупывает, потому что там же пошла такая волна, и как-то она внезапно стихла о том, что в заговоре Пригожина на самом деле участие принимали какие-то высшие генералы. Я помню, в свое время в Институте философии РАН ходил на лекции, там, значит, и помню, один из философов вот там очень так активно выступал о том, что он видит спасение России, значит, в русском офицерстве. И так очень откровенно там, хотя разношерстная публика была достаточно с разных там регионов, с разных стран, все эти аспиранты сидели, его слушали. Ну, это такая речь была о том, что вот единственное, кто спасет там Россию, это русский офицер. Он, наверное, песню Газманова переслушал. Да, офицера. наверное. Да? То есть, тем не менее, я так думаю, что эти мысли-то они забрасываются и там циркулируют, а каком-то их там, значит, там своеобразной такой, знаешь, этики там этих военных и все прочее. То есть она может и туда куда-то быть направлена, эта речь Ходорковского. Но я считаю, что это просто политическая недальновидность, да, этого товарища, потому что вместо того, чтобы наоборот наобещать Стрекоруба представителям национальных движений, да, и сказать, что вот вы там создадите это, а мы вам то предложим там и так далее, и как бы открыть свои закрома сейчас, да, вот он как-то, видимо, решил дистанцироваться. Хотя, например, Каспаров, я вот в интернете мне постоянно выпадают в рекомендациях, значит, о том, что внезапно стал чаще говорить о распаде России, но я не знаю, с чем это связано. Вполне возможно, что изменился несколько подход к финансированию вот этих российских демократов. Им нужно вот себя просто позиционировать таким способом, что вот посмотрите, мы-то демократы, я-то Ходорковский великий демократ, мы за референдум, мы за права человека, мы там 5-е, 10-е, все даем, а эти-то что могут предложить? Представители всяких национальных движений, потому что их, видимо, очень сильно, ты заметишь, что это совпало с тем, что после 7-го форума свободных народов пост-России, теперь свободных государств пост-России уже, форум переименовался, это очень так взволновало вдруг всех. И ты знаешь, и сегодня, например, там один из депутатов японских высказался о том, что, ну, позвольте, у России и Японии до сих пор нет мирного договора, и Россия до сих пор оккупирует 2 японских острова.
Курильской гряды, хотя уже, ну, то есть, которые были по Портсмутскому даже договору мирному Японии принадлежали. И, собственно, вот сыр-бор-то как раз об этом ведется, о том, что они написали в Японии, что мы будем поддерживать стремление народов России к независимости, суверенитету. То есть это, между прочим, ну, действующий депутат японского парламента заявил. Неважно от какой партии, может правой, может левой, может от правящей партии, но тем не менее это симптоматично. Ну да, но это, можно сказать, еще такая одна отметка на маршруте, поскольку вот я помню разговоры еще, ну, наверное, лето 2022 года, и тема вообще-то распада России, когда она в тот момент поднималась, она была очень сильно маргинализирована. Никто не допускал даже вот из этой вот такой, скажем так, промосковской тусовки, да, москвоцентричной оппозиции, что Россия может развалиться. Все категорично говорили: никогда и ни за что, это все бред, выдумки. И потом мы смотрим, и в течение года буквально у них уже взгляды поменялись. То есть они уже не преподносят это как маргинальную идею, они говорят, что да, это возможно, но мы будем от этого любым путем вас защищать. То есть очень важный поворот, на мой взгляд, в сознании, а скоро они уже допустят, что, возможно, действительно какие-то регионы имеют право на самоопределение. Тема предыдущего нашего эфира, да, вот боязнь мигрантов, да, мигрантофобия такая в России, она же именно этим тоже в том числе и вызвана, да, потому что, ну, я такую вот слышал речь о том, что, ну, посчитаем, сколько мигрантов в Москве, да? Ну, 2-3 миллиона, не меньше. Естественно, из них это половина, как минимум, это взрослые, непожилые, активные мужчины, находящиеся в возрасте от 18 до 45 лет. Да? И вот желание эту массу, значит, загнать там в русское войско, да, в солдаты, в рекруты, чтобы они там послужили русским интересам и так далее, и каким-то способом их так вот начать контролировать и так далее, они же тоже опасаются, потому что вот что больше боится, там выходит какая-то жалкая там женская, значит, акция там Навального, там в основном какие-то старики, бабки, вот эти женщины там и так далее, кричат, визжат, какие-то непонятные там лозунги, или выходят мусульмане, понимаешь? Это 20 или 30 тысяч мужиков. Да они просто эти кордоны полицейские, ОМОНовские снесут просто и возьмут, и Кремом штурмом возьмут, и ничего не смогут сделать. Хоть там 2-3 пулемета выставляй. То есть боязнь именно вот этого мужского начала, да, единства того, что мужики вот могут доведены до определенной степени, да, и просто вот это все дело смести просто-напросто. Собственно, как пролетарские революции-то возникали? Почему боязнь-то была? От того, что ну, вот эти заводчане на заводах выйдут, короче, просто пойдут и захватят центральные площади, возьмут центральное правительство, вот те все революции. Тут то же самое. Есть определенная боязнь мигрантов, как вот именно тоже, как вдруг мигранты почуют себя политической силой в России, да? Как мусульмане, да? В этом отношении сначала они должны себя силой почувствовать, в принципе. Они могут почувствовать, почему, если брожение в национальных регионах пойдет, особенно мусульманских, естественно, что братья-мусульмане из центральноазиатских республик, они не будут сидеть в сторонке, понимаешь? То есть, если какие-то мутки-замутки на Северном Кавказе начнутся, а там, безусловно, начнутся вещи именно как национально-освободительная борьба. Естественно, что мигранты в регионах тоже присоединятся к этому. И, в принципе, вот как мой друг говорил, что мне достаточно 500 человек, 500 бурят подготовленных для того, чтобы власть в Улан-Удэ захватить. Да, я ему на что говорю, а что делать будем с этими, с воинскими частями? Ну, он говорит, воинские части, они не предназначены для подавления вот таких вещей, как бы, да, когда захват власти происходит, то есть они привыкли там воевать, что артиллерия у них есть там и так далее, а вот в такой стрелкотне в городе их не учат. Поэтому тут вот ситуация такая, что у моего знакомого как бы есть такие, ну не то чтобы планы захвата власти, тем не менее он как бывший военный, он говорит, что достаточно 500 человек,
для того, чтобы захватить власть вот даже, ну, в Казани, например, да, в Улан-Удэ, в том же Ну, Иркутске. наверное, это все-таки слишком смелый прогноз, но смотря какие будут обстоятельства, да, насколько эта власть, она утратит какие-то точки опоры. А она сейчас пока еще достаточно сильна. Ну, пока сильна, да, но мало ли что может с Путиным приключиться. Пошел, упал, например, там, голову сломал себе, там, может, отравили. Отравят тоже так же, трусики ему помажут чем-нибудь, кто его знает. Ну, заинтересованы ли элиты сейчас в том, чтобы устранять вот это вот связующее... Ситуация в чем? В том, что на него можно это все скинуть и войну завершить таким способом. Потому что я вот сейчас чувствую, что все мировые СМИ, как-то вот такая атмосфера, всякие вот аналитики, там, да, они начинают так подготавливаться уже к тому, чтобы Путин вышел не то чтобы сухим из воды, а не потерял лицо, да, и вот подготавливаются к этому. И я так считаю, что одной из вот этих страшилок, почему они вдруг переключились. С другой стороны, почему Ходорковский переключился на эту тему? Там же Путин в свое время по этому поводу высказался, да, что вот там какие-то форумы проводят, хотят Россию там распилить там, и так далее. То есть он в этом отношении тоже, они же замечают, о чем там это думает, да, и, соответственно, поскольку Ходорковский, он сейчас, может, отключен от кормушки олигархической, но, тем не менее, я не думаю, что он потерял связь, да, с реальностью или вот с теми людьми, которые, в чем окружении он раньше варился. Тем не менее, я думаю, что вот это вот страх того, что вот эти олигархи, например, в той же этнической Бурятии начнут терять свои производства, да, а вот кто они после этого останутся? Ну, вот они вывозили все эти ресурсы там, да, например, ну, это же миллиарды, да, а они привыкли к определенному уровню жизни, что инком идет, поступления идут, он может даже и под санкциями находиться, тем не менее, все это дело, то есть его уровень жизни, он не падает от того, ну, что вот он я под про санкциями то и говорю, находится. что пока есть Понимаешь? сверху Путин, он как-то регулирует эти правила игры и не дает одной, скажем так, башне победить другую. Представим, что вот этот вот центральный элемент, так скажем, опора, она сейчас вот изымается, да, с Путиным действительно что-то случается. И как все это пойдет разваливаться? В какой стране? Ну, ты знаешь, я сегодня прочитал такой текст у Руслана Габбасова, да, у представителя башкирского национального движения. Они уже выпустили такое, значит, как бы, что нужно делать, когда центральная власть исчезнет, когда там начнут власть захватывать, делить в Москве, что нужно делать в регионах. И, в общем, дельные советы достаточно, чтобы нужно контролировать площади, значит, хватать этих депутатов, значит, которые попрячутся, закидывать в, значит, здание парламента и там над ними, значит, стоять, наблюдать, чтобы они там независимость и суверенитет объявляли и так далее. Почему? Потому что все те ставленники, которые вот в Башкортостане или еще в других территориях находятся, они являются марионетками Кремля и ждут реакции. А он говорит, реакции какое-то время не будет, потому что там в Москве будут бороться. А поскольку они марионетки, они будут смотреть, а кого поддержать в итоге, чью сторону победителей. Ну, ты знаешь, это, ну, понятно, что это такая, как скажем, методичка для идеальных условий, но я не уверен, что много окажется таких действительно революционно настроенных людей на сегодня, что если это случится, то действительно эти люди ринутся, значит, контролировать местные парламенты, контролировать площади. Опыт начала 90-х показывает, например, что те же местные элиты, они зачастую делали очень, так скажем, ставки, которые не играли. Например, Ментимир Шарипович Шаймиев, он поддержал ГКЧП. Известный факт, о котором, правда, в Татарстане предпочитают забыть. Ну, с другой стороны, он выступил как коммунист. Я вот, например, могу сказать, что в 2019 году, когда площадь забурлила у нас в Улан-Удэ, только лишь потому, что через YouTube призвал на площадь спасать и вообще вопросы решать Дмитрий Баиров, да, то я тебе так могу сказать, что люди могут вообще по любому способу собраться. И там действительно власть в тот момент, когда площадь просто заполонили молодые мужчины в основном, да, это были студенты, там какие-то зеваки, активисты, значит,
там выступали, если бы кто-то сказал более-менее такой толковый, харизматичный, что вот сейчас вот здесь находится, значит, Хурал, берем мэрию, и я помню, как там, значит, с заднего, когда подъезжал, там с задних, точнее не задних, а с черных ходов, там, значит, в эту мэрию набивались полицейские, всякие ОМОНовцы с щитами и так далее. То есть они реально боялись, что сейчас возьмут просто мэрию, возьмут Хурал, понимаешь, там объявили схожая ситуация. На следующий день, после того, как площадь там не разошлась, бурлила и так далее, там понаехало, видать, какого-то народу из соседних регионов, потому что рожи явно не местные были. То есть там начали вот эти ребятки ходить с этими с рюкзаками, видимо, там с пишущими устройствами или что там у них было. Какие-то явно не местные, знаешь, то есть такое ощущение, что были прям самолетом из Москвы присланы какие-то ребята, да, то день, по крайней мере, есть. То есть вот в первый день, когда никто не ожидает, что на площади народ соберется, вот в первый день можно хоть что угодно делать. Но видишь ли, нет такой пока силы, которая бы сказала, что именно нужно делать, и вбросила бы простой и понятный лозунг. Например, последний раз она была... В 2021 году это вот знаменитые марши в поддержку Навального и даже шире, я бы сказал, против коррупции и в поддержку всех политзаключенных, да, всех без исключения. Людям были понятны эти два лозунга, и поэтому действительно на улице вывалили массово даже не только сторонники Навального, а все, кому эта позиция близка. Ну и еще ты забываешь одну массу, те, которые хотели из России уехать, засветиться там на определенных ресурсах там и так далее. То есть там были еще та масса, которая хотела просто мигрировать, да. И этот фактор в Бурятии, например, он достаточно большой был, потому что... Но я бы в Казани не сказал, что он был решающим. Как раз вот сыграли вот эти два простых и понятных для народа лозунгов. Ну, там скорее люди выходили даже из-за того, что, вот, ты понимаешь, была какая-то безнадега, безысходность вот такая чувствовалась, да, о том, что путинский режим, он действительно все сжималась экономика, все сжималось, потом вот эти коронавирусные всякие ограничения, когда человек фактически мог и голодать даже, да, то есть особенно такие вот, специалисты, которые должны работать, да, у которых нет каких-то запасов, они не могут в какую-нибудь кассу взаимопомощи обратиться и так далее. То есть там вышел такой, молодой достаточно, креативные такие люди вышли, и которые действительно вот за этот период коронавируса там поиздержались, и денег не было у них, и всего прочего. Они действительно вышли, потому что была злость на власть. Это да, я согласен с этим. Вышло много студентов, потому что, любая молодежь, она достаточно такая неконформистской направленности. Пассионарная, да? Такая. Пассионарная, это, да, естественно. Но после того, как Навальня-то всех кинули, особенно вот в Бурятии, я могу сказать, что они всем обещали, которые там получат штрафы, они все эти штрафы погасят и так далее. И я точно помню, что перехватали всех наших активистов с открытого микрофона в Бурятии. Кого-то даже посадили на длительный срок, а когда речь зашла о том, что мы сейчас будем их греть, такое есть слово, да, то есть какие-то вещи там привезти, еду передать, там книги, может быть, пищу, бумагу, еще что-то, то тут же моя хата с краю, там я даже там с ними ругался, меня там объявили там агентом КГБ и провокатором, в общем. Хотя ситуация была понятная, что я вот разговаривал с одним представителем этого штаба Навального, там, бурятским, который на тот момент успешно уехал из России и сидел, управлял этим движением откуда-то из-за рубежа. И вот я с ним как раз разговаривал на этот счет, а он говорит, что, видишь, я за то, чтобы вот движуха не кончалась. То есть какое-то движение какое-то должно быть там постоянно. А я ему говорю, что ты понимаешь, что у людей не вечный ресурс. Что многие не могут вот так, как некоторые люди, там, сопротивляться годами и так далее. То есть они ждут конкретных решений. То есть и для них в этом отношении революция, понятное дело, скидывание власти, обнуление всего и вся, да,
и как бы начинаешь жизнь с нового листа. И вот это неплохая идея, которую вот, в общем-то, практически никто не внедряет. В национальных движениях то же самое, и поэтому тогда спрашивают, а что будет, например? А что вы в Бурятии будете делать с русскими? Да? Это такой болезненный вопрос, да? Ну, как что делать? Ничего не делать будем. Как жили плохо, так и будете жить что. Все же от вас зависит. Ну, слушай, что касается как бы навальнят, тут, наверное, от региона к региону ситуация разнилась. У нас, помнится, и деньги на штрафы собирали, и подогревали очень неплохо. Но это уже, как скажем, стало, так скажем, история, да? Интереснее вот, что сейчас, какой лозунг сейчас может вывести действительно людей массово на улицы. Есть у тебя предположение? Долой царя. Долой царя? Ну, а что? Путин нам не царь, мы под таким лозунгом выходили. Тогда, если продолжать, то, наверное, какую-то движущую силу, какой-то движущей силой должны стать вот те, кто вернется с фронта все-таки, да? Ну, они могут стать движущей силой дело вообще, в том, или не способны они что на как это? революция-то, вторая революция февральская, как случилась? Она же случилась из-за того, что фронт рассыпался фактически. А фронт рассыпался очень по простой причине, потому что вот этих солдат-бедолаг, которых забрили, которые не могли откупиться, да, в этих селах, в этих общинах русских начали грабить. Местные же общинники, вот эта ненависть к кулакам откуда возникла, именно оттуда. От того, что они начинали вот эту землю, вот эти куски, там же был передел земли, потому что земля, ну, понимаешь, в сельском хозяйстве, она, так скажем, портится через какое-то время, да, и вот эту землю как раз начали перераспределять. У тебя же мужика нету, мужик на фронте, зачем тебе земля, да, а тогда земля была это ценность, и, конечно, большевики, понимая это, они на этом сыграли. Тогда да, но сейчас немножко другие факторы работают. Плюс была мощная агитация. То есть большевики же, они не говорили так, давайте там мы против войны, у нас антивоенная позиция, короче, дай-ка я сбегу в другую страну, да, например. Ну, куда-нибудь уеду, там, в Цинскую империю, или там в Австро-Венгрию, там, или еще куда-нибудь. Нет, они же как говорили, они направляли агитаторов в войска. И вот эти агитаторы, уже пролетарии, так скажем, баламутили там воду в окопах, используя боевое братство и так далее. И в этом отношении, конечно, вот эти русские националисты, которых, по словам там одного товарища из тех, которые в 2014 году там воду баламутили в этих ДНР, ЛНР, что в 2014 году со всей России порядка 100 тысяч добровольцев туда приехали. Но я сейчас думаю, 70% или 80% из них уже удобряют давным-давно украинскую землю. Но, тем не менее, то есть, вот эта, так скажем, русская там, революция, да, о которой мечтают многие русские националисты, она, в принципе, могла бы быть, если бы они там проводили какую-то свою агитацию. То же самое вот по национальным движениям. Там надо просто представителей национальных движений, вот в эти всякие алги, там батальоны Байкал, там всякие батальоны Саха и так далее туда направлять. Это я, что тут секрет-то? Да, и в принципе вот мой знакомый, который с этими военными бурятами общается, он говорит о том, что большая часть из них это бурятские националисты. Тем не менее, они, верные присяге и всему прочему едут воевать. Ну и плюс денежный вопрос, конечно, очень важную роль играет, потому что тут без этого никак. Тут мало идеологии, да, то есть бедному человеку идеология, она, если ему не приносит каких-то дивидендов определенных, да, он на это будет очень индифферентный. То есть все-таки и задача вот как раз интеллигенции или всех там патриотов, представителей национальных движений, национально-освободительных движений, это как раз вот внедряться в эти все структуры. Тут что я буду скрывать? Я думаю, что они уже есть и среди татар, и среди башкир, и среди других малых народов, например, глава сибирского батальона в составе ВСУ Влад Амосов, это кадровый офицер, бывший русский, и теперь он формирует батальон ВСУ, и, в общем-то, что... Да, но мы же начали немножко с другого. Мы начали с агитаторов, которые, возможно, работают, а скорее всего еще нет, в рядах вот тех, кто идет на так называемую СВО.
Вот, по-моему, еще таких агитаторов не видно. Ну, их, естественно, не видно, а как они будут видны-то. Это же, во-первых, агитация должна идти на национальных языках, раз, а во-вторых, понятно, что сейчас очень сложно вот эту поймать социально-классовую ненависть, которая тогда была она ярко видна просто, да, разница между социальными классами. И сейчас вот эти классы, короче, которые социально неравные, да, они, в общем-то, свое богатство не показывают. Ты же в курсе, например, что для похода в народ у многих чиновников есть свой дресс-код. Там какие-нибудь... Ну, это прекрасно известно. Да. Другое дело, что свои богатства народ... сейчас труднее вскрыть. Ты понимаешь, вот эти цифры, которые там всякие антикоррупционеры проводят там, и так далее, это вообще никакого вот... Ну, читает человек там 100 миллионов, он просто не представляет. Ну, слушай, на ФБК наглядно показывают 200. вот виллы разные, люди не понимают. машины, украшения. Люди не понимают просто, понимаешь, что Ну, есть... что понимать-то, картинка прям показана. Он Смотри видит картинку, ее, но всё. он не понимает ценность вот этого всего. Он не понимает, что такое вилла на Сардинии, да, то есть, потому что ни разу на Сардинии не был, он не понимает, что это такое, да. Какова ценность там, какой стиль жизни они ведут, потому что вот у него своя плохая, убогая жизнь, да, и ему бы выжить, а тут ему предлагают какие-то люди, там, давай-ка вот там все поделим и так далее. Мне кажется, как раз понимают. Другое дело, что ФБК, говоря А, Б не говорит пока. Да, в этом-то и как раз и проблема, потому что они вообще много чего не говорят, а в местах каких-то часто очень всего придумывают и пытаются людей надурить, а там, где, ну, в общем-то, люди все и так прекрасно понимают. Так, мы немножко перебрали наш отведенный час, но ничего страшного. Давай будем финализировать. В общем, дорогие друзья, присоединяйтесь к нам, слушайте нас, хотим поблагодарить вас. И сейчас послушаем тоже бурятскую песню. Значит, исполняет Лен Хавоин, наш бурятский известный оперный певец.
Спасибо большое за то, что нас слушали. До следующей пятницы. Всем пока.